Здравствуйте, уважаемые слушатели стажировочной площадки. Мы рады вас снова приветствовать. И сегодня мы вам предлагаем рассмотреть тему организации развивающей среды с использованием национально-регионального компонента в ваших групповых помещениях. Условия группового помещения, к сожалению, не всегда позволяют разместить отдельно находящийся уголок краеведения. Далеко не каждый детский сад может и похвастаться отдельно выделенным музейным пространством, как в нашем детском саду этномузей Коми-Керчь. Слушатели стажировочной площадки, мы предлагаем вашему вниманию одну из форм педагогической работы по ознакомлению с родным краем, а также возможность обогатить учебно-развивающую среду в вашей группе. Мы назвали этот прием «Музей одного предмета» или «Музейная полочка». Возможен вариант «Заветная полочка». Завет – это наставление потомкам. В данном случае эта музейная полочка будет элементом развивающей среды и будет выступать в роли стимулятора движущей силы и обогащать развитие ребенка. Наша же задача заключается в том, чтобы, используя предметно развивающую среду, помочь ребенку обнаружить в себе и развивать то, что ему присуще. При этом, конечно, важно учитывать и возрастные, и психологические особенности детей. Тут же значение имеет и внешний вид полочки. Она может быть оформлена в виде избы или ее уголка. Это может быть окошко или сундучок. Можно установить определенные правила, отраженные в виде пиктограмм или рисунков, которые будут висеть рядом с полочкой. Кстати, их тоже могут помочь сделать вам наши дети. Такие пиктограммы, как «слушаем», «смотрим», «размышляем», «бережно сохраняем», «трогаем вместе с воспитателем». Тут надо учитывать то, что некоторые предметы нашего музея и, соответственно, полочки музейные очень хрупкие, очень старинные. И, конечно, к ним требуется особое внимание и бережное отношение. И последнее правило – не бегаем рядом с этим предметом. Тоже по причине того, что он очень хрупкий. Вот такие картинки изображения мы разработали вместе с детьми. Первая картинка означает, что нельзя бегать около хрупких экспонатов. На второй картинке изображены две руки, которые означают, что рассматриваем предмет вместе со взрослым. Ну и на третьей картинке правило обозначает, что надо быть внимательным, слушать и смотреть. Замену экспонатов можно производить, используя прием сюрпризного момента. Например, пришла посылка от Бабы Яги или от Первого богатыря. Что же спряталось под волшебным платочком, можно посмотреть, и так далее. Менять предметы рекомендуется не чаще одного раза в неделю, чтобы дети смогли получше познакомиться с каждым предметом. Кроме того, это еще и зависит от возможностей вашей коллекции старинных предметов в детском саду. Кстати, для ее пополнения можно привлечь родителей воспитанников и сотрудников детского сада. Мы предлагаем вам рассмотреть практический пример с использованием данной формы. Передо мной лежит лукошко. В нем какой-то таинственный предмет. И мы говорим о том, что это лукошко нам передала бабушка из деревни. А что в этом лукошке поможет вам отгадать? Народная загадка. Жил, людей кормил, а сломался, на улице оказался. Что же это такое? Давайте посмотрим. Горшок по Коми Гармич или кашник. Воспитатель осторожно, бережно достает этот горшок и ставит на полочку. Так у нас появился предмет на музейной полке. В течение недели воспитатель находит время подойти с детьми к этой полочке, рассмотреть внимательно горшок, изучить его и лучше узнать историю его возникновения. Это может быть самостоятельный осмотр предмета детьми. Например, рассмотреть горшок визуально со стороны, видя его форму, размер, цвет
определяют, из какого материала он сделан. Ой, какой он гладенький и холодненький. Он даже почернел, наверное, в печке долго был. Он очень много глубокий. Он аж каву повесил, шумунку меч. Или вместе с воспитателем берут его в руки, ощупывают его поверхность, смотрят, как он сделан, есть ли тут следы сколов, трещин, что указывает на то, что горшочек очень старый. Его вместе с воспитателем рассматривают со всех сторон. Какой он на ощупь, прохладный, теплый, легкий, невесомый или тяжелый, шершавые у него бока, потемневшие со временем, есть ли сколы и трещины, которые говорят о его возрасте. После того, как дети вместе с воспитателем рассмотрели предмет, можно теперь обсудить его и сделать выводы. Какой он, из чего сделан? Горшок сделан из глины, значит, это глиняный горшок. Он потемнел от времени, у него есть сколы, трещины, это говорит о том, что он старинный. Он шершавый на ощупь, потому что в состав глины, из которой он сделан, входит песок. Некоторые песчинки, возможно, не растворились. В нашей коллекции есть вот такой необычный, очень старый горшочек. С детьми, рассмотрев его, мы видим, что у него целый осколок выпал. И о чем это может сказать нам? О том, что этот горшочек боится удара. Когда-то он либо падал, либо что-то стукнуло по нему очень сильно. И таким образом мы выясняем, что глиняные вещи, глиняные горшки боятся падения, боятся удара. А рассмотрев его дальше, мы можем обратить внимание, что у него черные края. Почему он черный? Он что, грязный? Нет, он очень долго дружил с печкой, стоял на жарком огне. Его края обгорели, но не сгорел горшочек наш. Отсюда следует следующий вывод, что глиняный горшок не боится огня. В дальнейшем воспитатель может предложить детям провести опытно-экспериментальную работу с глиной. Например, потрогав ее, пощупав ее, помяв, дети могут узнать о ее качествах, о ее свойствах. В изучении данного артефакта нам может помочь энциклопедия и интернет, где мы можем узнать, что еще делали из глины. Посуду или вот такие свистульки, игрушки. Из глины делались кирпичи для печки. Глиной лечились. А теперь вернемся к нашему горшку. Что же раньше в старину готовили в горшке? Конечно, самое главное пища в старину была каша. Была бы водица и крупица, будет нам каша, а горшок нам поможет в этом. Недаром его раньше в старину называли кашник. Мы можем в дальнейшем поинтересоваться у детей, а в каких сказках и рассказах они встречали горшок. А после этого рассказать свою необычную, чудесную историю. Как же появился горшок? Это было давно, когда вся земля страдала от того, что на ней враждовали огонь и вода. Стоило где-нибудь вспыхнуть огню от удара молнии, как тотчас фонтан воды поднимался из земли, или же стремительно набегали тучи облака и пытались залить пламя. Огонь разгорался, вскипала вода. То один, то другой отступали и одолеть друг друга не могли. В общем, не было покоя от этой вражды никому на земле. Решили люди успокоить соперников. Женщина накопала на берегу реки глины, плеснула воды, тщательно размешала и сделала из нее горшок и высушила на солнце. Мужчина обжег горшок на костре, и стал горшок тверже дерева и крепче камня. Налила женщина в горшок воды и поставила на огонь. Почуял огонь воду, загудел, разгорелся. Почуяла огонь вода, закипела, пыталась выплеснуться из горшка, залить огонь. Но не тут-то было. Насыпала женщина в бурлящую воду зерна. Сварилась каша, вкусная, наваристая. Поняли вода и огонь,
что без вражды и ссоры и в дружбе с человеком они могут много полезных дел сделать. Вот так обыкновенный горшок огонь и воду примирил. Кроме того, дети могут сами попробовать себя в роли выдумщика и рассказчика и рассказать свою историю про горшок. Или составить рассказ с описанием его по мнемотаблицам. Этот предмет называется горшки. Делаю его не из дерева, не из железа, не из скалы березы, именно из глины. Варили в нем кашу, и коми-люди, называя их кашники. Пользовались ими женщины. Сейчас тогда были глиняные горшки, а сейчас железные кастрюли. И были большие и маленькие. Вы спросите, почему маленькие? Не только себе нужно варить, а и маленькому ребеночку. Из-за этого делаю еще маленькие горшочки, чтобы варить малышу кашу. А на практическом занятии дети лепят горшки из глины. После практического занятия целесообразно провести игровую ситуацию, где дети обыграют образ гончара или продавца на ярмарке, или хозяйки дома. Знание об этом предмете мы можем закрепить в совместно организованной деятельности, в свободной деятельности детей, а также через игры словесные, подвижные, дидактические, в частности, через пазлы. Нет, это не почти. Да. А вот это лицо. Да. Мы собрали. Да, мы все. Мы все. У вас кастрюля. Да, кастрюля. Да, кастрюля. Кастрюля. А мы быстрее вас собрали. А у вас что получилось? Ваза. Ваза разве? Это горшок. Конечно. Вместе с детьми мы можем также поиграть в коми-народную игру, которая называется «Кошка, бабушка и горшки для сметаны». Ребята, давайте сегодня мы с вами поиграем в коми-народную игру, которая называется «Невкашник». Но я почему-то забыла правила игры. Кто же мне может помочь? Это правила игры. Давайте, Давид. Надкашник это называется по коме. Все горшки, а два героя. Бабушка по коме Пэч, а кошка Кай. А как же мы можем выбрать кошку и печь? Давай, Сашенька, сочетай, на каком языке. Громче. Все говорят. Так, остальные пукшей невкашник є. Александра будет Кай, Даша Пэч. А вы мне поможете. Людям, оті, ти, куїм, борцам, борцам. Таким образом, экспозиция полочки постоянно меняется в течение года. Один предмет сменяется другим и расширяется кругозор детей, а также развивается их речь, мышление и формируются новые краеведческие представления. Уважаемые коллеги, не забываем о том, что к нашей работе мы можем привлечь и родителей, а не только детей.
Совместно с родителями можно провести проекты, презентации, акции «Сохраним старину» по пополнению экспонатов музея или полочки, музейной полочки, а также другие мероприятия, например, конкурс «Золотые руки» для мам и для пап. А итогом всей работы может быть изготовленный совместно с родителями и детьми макет коми-дома, для которого необходима всего лишь простая коробка и немножечко вашей фантазии. Это может быть развлечение, квест-игра или игра-презентация. Таким образом, небольшой по размерам уголок становится краеведческим центром, который обогащает учебно-развивающую среду и делает ее более эффективной.